Это не единственное медицинское учреждение, готовящееся к открытию. Современную врачебную амбулаторию возвели и в Альтиево. Ее, кстати, также проинспектировал сегодня глава Ингушетии. А накануне там побывала наша съемочная группа. Объект рассчитан на 100 посещений в смену. Строили его на перспективу с расчета на обслуживание сразу двух населенных пунктов – Альтиева и Гамурзиева. Слово Мадине Пугоевой. Наматывать круги в поисках местной амбулатории – дело не из легких. О том, что участковые врачи ведут прием пациентов в здании Назрановской городской больницы, знает далеко не каждый, а потому и визит к медикам немного затягивается. До недавних пор сотрудники Гамурзийской и Альтийской амбулатории работали в неприспособленных помещениях. 3 кабинета между собой делили сразу несколько врачей. Лаборатория и процедурный кабинет располагались в одном помещении, а некоторых специалистов и вовсе не было. С 2016 года мы располагаемся на здании НГБ. Конечно, условия у нас хорошие по сравнению с тем, что было. У каждого врача свой кабинет. У нас есть кабинет ЭКГ, УЗИ, отдельные кабинеты. Гинеколог принимает в своем кабинете. Единственный минус, что мы тут располагаемся только временно. Мы все-таки ждем свое постоянное помещение и надеемся, что скоро переедем. Чаяния медиков не напрасны. Строительство нового здания для участковых врачей уже завершено. Двухэтажный корпус лечебного учреждения разделит между собой врачи Альтиевской и Гамурзиевской амбулатории. Все необходимые коммуникации сюда уже провели. Рабочие закончили внутреннюю отделку, налаживают систему безопасности и даже приступили к сборке мебели. В каждых кабинетах ставим оборудование. На 2-м этаже уже готово практически. Спустимся на 1-й этаж завтра, а потом уборка. И будем сдавать до 15-го. Дана команда, поручение нам, чтобы объект был сдан. 6 участковых терапевтов, 8 педиатров, детский уролог-травматолог и ряд других врачей узких специальностей. Вместе с новым корпусом амбулатории получат новое современное оборудование. В полной мере заработает лабораторное диагностическое отделение, кабинет физиотерапии и рентген. Удобство появится и у пациентов. Добираться сюда на общественном транспорте местным жителям будет комфортнее, уверены власти города. К тому же в шаговой доступности находится и администрация 2 административных округов. Табага хабака чо этубош мотигир хани алча озар хатбош асвальб озар хатбош асвальб и дальше курта элтюрта ше ваше китте дивана что бахжнах бирш табага хабага венаха оз хало хугяца хетсу атхуд халхудас даляндали ше лож хатбака табага парату хугян. Удобства здесь создали и для людей с ограниченными возможностями. Колясочники смогут попасть на прием к нужному врачу благодаря вертикальному подъемнику. Впрочем, оценить удобство медучреждения пациенты смогут уже через пару дней. Официальное открытие еще одной амбулатории в ближайшем будущем состоится и в сельском поселении Насыркорт. Мадина Пугоева, Хамзат Халхоев, Новости 24.